National Endowment for Национальный фонд процветания с нами, независимые правозащитники, после чего Институт демократии и прав человека. Добрый день, уважаемые участники СМИТа и госпожа Малираша. Меня зовут Муаззама Кадырова, я являюсь таджикским адвокатом и независимой правозащитницей. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на тревожную ситуацию, жестокое обращение к гражданам и клеймо террористов в Таджикистане. Режим Рахмона никого не жалеет на своем пути, даже своих сторонников. В последние годы власти Таджикистана усилили свою репрессивную политику против оппозиционных сил, скрывая ее за риторикой борьба с терроризмом и экстремизмом. Под этим предлогом они принимают систематические меры направления не только на преследование политических оппонентов, но и подавление их родных как внутри страны, так и за ее пределами. На фоне глобальной борьбы с терроризмом таджикские власти с успехом используют международные структуры для легитимации своей политики репрессий. Одним из методов борьбы с оппозицией является давление на ее родственников, оставшихся в Таджикистане. Родные политических активистов сталкиваются с преследованием, запугиванием и арестами. Их обвиняют в соучастии в действиях оппозиции, даже если они не участвовали в политической деятельности. Эти меры нацелены на создание атмосферы страха и подавления среди оппозиционеров, чтобы заставить их замолчать или прекратить свою деятельность за рубежом. Одним из ярких примеров ареста и давления на членов семьи политических деятелей, таких как Алим Ширзамунов, заместитель председателя форума свободомыслящих форума Таджикистана, Шавкат Мухаммади, Мухиддин Кабири и другие. Они неоднократно становились мишенью для спецслужбы, подвергались угрозам, арестам и тюремным заключениям. Эти репрессии касаются и других членов оппозиции, активистов, так же как фонд Бузургмильюрова, которые также привлекают внимание международных организаций к нарушениям прав человека в стране. Одним из самых тревожных аспектов преследования оппозиции – это выдворение политических активистов из страны, где они получают убежище, используя механизм экстрадиции или ареста оппозиционеров за рубежом. При этом их обвиняют в терроризме или экстремизме. Хотя на деле большинство этих обвинений имеет политическую мотивацию. Примером таких действий могут служить случаи Сухробом Зафаром, Насим Джон Шариповым, Ибрагимом Донюрзода, таджикским оппозиционером Сулаймон Давлатовым, Фарухом Икромовым и Абдулло Шамсидинов и другими. Продолжается, к сожалению, репрессия в Габау, именно в Язгулуме. Кроме этого, власти Таджикистана активно работают с некоторыми соседними странами для принудительной депортации политических оппонентов. В таких случаях многие активисты подвергаются подпиткам и жестокому обращению после возвращения на родину. Действия таджикских властей вызывают критику со стороны международных правозащитных организаций. Однако реальных мер против режима практически не принимается. Спасибо большое. I thank you, madam. Огромное спасибо.